Следующий год в России будет посвящен годовщине победы в Великой Отечественной войне и будет назван Годом памяти и славы. Насколько мы помним, знаем и чтим историю нашей страны, о неизвестных ее страницах, мы будем сегодня говорить с гостем нашей студии, писателем, журналистом, исследователем истории Великой Отечественной войны Сергеем Михиенковым. Сергей Егорович, здравствуйте. 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 Сергей Егорович, почему именно период Великой Отечественной войны вас больше всего интересует, привлекает как писателя, исследователя? Вы знаете, писатель тему не выбирает, тема выбирает писателя, так уж сложилось. Но почему все же это произошло со мной? Ну вот произошло. Я родился, вырос в той местности, это Калужская земля, юго-запад от Москвы, где война стояла 2 года. Родился я через 10 лет. А вот эти рассказы, эти истории, война как бы, она и ушла оттуда формально, но не ушла из людей, потому что это все осталось в виде вот это железа, разбросанного по лесам, в виде окопов, блиндажей. Ну, до сих пор, Да, делают это до сих раскопки, пор. находят Там что-то. приходят поисковики, работают до сих пор. Вот, так что это все живо, это все там земля, из земли это не ушло. Ну, вам принадлежат книги из серии «Жизнь замечательных людей», о таких знаменитых военных маршалах, как Жуков, Рокоссовский и Конев. Причем там описаны неизвестные факты из их жизни. С какими источниками вы предпочитаете работать и какие ставите перед собой главные задачи? Вот, понимаете, задача стоит основная. Это рассказать о своем герое так и то, чтобы читателю это было интересно. Потому что читателя все-таки надо перед собой видеть. Он у нас, у каждого из нас, он где-то абстрактный, где-то почти виртуальный. Но тем не менее, общение уже, опыт общения с читателем существует, и поэтому где-то понимаешь, что нужно, да и сам ты понимаешь, что твоя книга может быть интересной только в том случае, если она написана хорошо, читается легко, понятно, ясно, ясным языком изложено твой текст, а в нем даны какие-то факты, либо поворот известных фактов сделан так, что это твой материал, твоя книга уже все-таки как-то вспыхнет по-новому. Вот, поэтому, а где источники? Источники – это архивы, в основном архивы, потому что, и слава Богу, потому что это правдивый, достоверный материал, хотя и архивные документы нужно где-то сравнивать, сталкивать друг с другом, и существует противоречие, да. И, к счастью, те фонды, которые были закрыты совсем недавно, они сейчас открылись. В том числе и это окрашивает как-то по-новому судьбы таких великих людей, как маршалы наши, командующие фронтами, армиями. А родственники помогают как-то в этом плане? Они могут какие-то факты рассказывать? Да. Вот я начинал эту свою серию о великих маршалах биографией Конева Ивана Степановича. И познакомился прежде, чем начать работу, с дочерью Натальей Ивановной Коневой. Она председатель фонда «Наследники победителей» Московского фонда. И, конечно, у нее концентрируется огромный материал. И она мне помогла работать с книгой о ее отце и о других. Потому что, как я уже сказал, что у нее, она таки своеобразный хранитель памяти полководцев. Я многое узнал то, чего нигде не было до меня. Допустим, какие-то семейные дела, семейные тайны, семейные отношения. То же самое было, когда я работал над книгой о Рокоссовском. Я общался очень тесно и общения эти продолжаются с внуком Константина Константиновича, Константином Вильевичем Рокоссовским. Вот.
Ну, а когда работал над книгой о генерале Маргелове, вот книга о Маргелове, «Дядя Вася, знаменитый десантник №1», вот, здесь я работал с Виталием Васильевичем, сыном, единственный из сыновей, к сожалению, который остался жив из 5 сыновей. Вот, так что вот источник материалов. Сергей Егорович, ну вот вы как раз уже затронули эту тему о том, что со многих документов снимается, тех времен документов снимается гриф «совершенно секретно», да, и как раз стало известно, что в годы Великой Отечественной войны Советский Союз как раз-таки помогал продовольствием и Польше, и Чехословакии, да, и Австрии, тем самым развеяв тот миф, который, ну, настолько популярен на Западе, что в послевоенные годы СССР оккупировал эти страны, эти Европы. Ну вот, стоит ли ожидать, вот по вашему мнению, еще каких-то, может быть, необычных открытий, тайн каких-то, занавесов? Ну да, вот хорошо. Хороший вопрос и хорошая позиция, поворот нашего разговора. Дело в том, что история всегда современна. Всегда современна. В ней иногда вот смотришь старый документ, читаешь, о, как это актуально. Дело в том, что ведь прежде чем сесть за книги о войне, где-то 30-35 лет я, работая в журналистике, причем такой самой низовой, в районной газете, вел страничку военно-патриотическую и записывал воспоминания фронтовиков. А они в то время были еще молодые, еще помнили все хорошо, ничего не путали. И у меня папки просто этих воспоминаний. В том числе я и спрашивал о том, что, ну слушайте, вот есть же такое понимание вашей миссии в окопах, что выжили вы и победили только потому, что ленд-лиз был, второй фронт, тушенка там и прочее, прочее. Они говорят, да, хорошо, что нас снабжали, потому что голодному воевать плохо. Но если бы не было тушенки, ну мы народ простой, мы бы кашу ели без тушенки. Вот. Но, как известно, помогали не только американцы, помогали Монголия, помогала Сибирь вся, слала сюда и продукты, и теплую одежду, и вооружение. Вот. А оружие наше, то, что присылали, это было как, знаете, в море, капля в море. Вот. Хороший русский язык и точно выражает кратко некоторые вещи. Но это нужно было брать, принимать с благодарностью, потому что это союзник. А на войне союзники как нигде нужны. Это надо понимать, потому что если ты остаешься один, это катастрофа. Вот, поэтому, а что касается вообще котлов солдатских и еды для гражданских, и вообще вот этой ситуации, я обычно думаю вот о чем сразу на память. А вы мне покажите хотя бы одну фотографию, где немецкая армия, вермахт или СС, входя в русский город или в польский, кормит у котла детей, стариков, женщин. А фотографии, когда русская армия, Красная армия входит в Берлин, в немецкие города, есть. Кстати, фотографировали и англичане, и американцы. То есть они фотографировали правду, реальные обстоятельства, которые происходили на войне. Так что вот так. Сергей Егорович, кстати говоря о союзниках, вы уже немного эту тему затронули. У каждого на данный момент история все-таки своя немного, да? Каждый пытается приписать себе победу в войне, да? Вот ваше мнение вообще, почему так произошло-то? Ну, это известно опять истина. У победы отцов и матерей много, у поражений их нет. Поэтому, а у нас еще есть такая поэтическая формула: города сдают солдаты, генералы их берут. То есть донесения идут, понятно, от генералов, первые звезды на грудь генералам, а солдаты там тоже будут не обделены, но им во вторую очередь. Вот тут то же самое. Вот иногда, я же написал книгу о берлинской наступательной операции, то есть герои штурма Берлина. Потому что книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей», и тем не менее и здесь несколько героев, но
все-таки биографии. И вот из этих биографий, как из калейдоскопа, как из мозаики, складывается общая картина. Я постарался ее сложить. И я думаю, что здесь черты ее явны, этой картины. Дело в том, что в том числе здесь и есть документы, цитаты документов, переговоры Сталина и с Черчиллем, и здесь с членами Ставки о том, как вести себя, что все-таки идти на Берлин или ждать общей атаки совместно с союзниками. И получалось так, что союзники уже тогда играли эту игру, пытались игру в темную вести на фронтах Второй мировой войны. Сталин был как главнокомандующий верховный и как политик, как дипломат, он переигрывал, к счастью, и своих союзников, без обиды для них. И очень многое делал для того, чтобы легче эти победы давались. А легче — это значит, меньше крови было пролито. И теперь представьте себе такую ситуацию, что во время последних боев, финала, бой за столицу — это финал любой войны. Мы свой выиграли. Американцы бы взяли хотя бы один берлинский дом там со стороны Эльбы, с запада. Ну, сейчас бы у них просто, они бы это все засняли, запечатлели, и сейчас бы нам вообще невозможно было доказать, что рейхсканцелярию и Рейхстаг штурмовали мы. История — это история, но ее очень легко интерпретировать, комментировать. Сергей Егорович, мы слышали, что теперь вас заинтересовала судьба якутского легендарного снайпера Ивана Кульбертинова. Наверняка ваш приезд в Якутию связан с этим. Да, в том числе. Одна из задач моих все-таки уехать из Якутска, улететь в Москву с материалом, полным материалом для работы над главой для книги о Курской битве Ивана Кульбертинова, вашего гениальный солдат, гениальный снайпер. Кое-что я уже собрал, и вот вчера в гостинице на ночь глядя перед сном это все перечитал и обнаружил, что его у меня маловато. Поэтому вот я-то понимаю, краеведы, историки в Якутии есть. Я обращаюсь, что если у кого-то есть материал о вашем замечательном соотечественнике, а материал какой мне необходим? Вот какие-то личные, то, чего... Вот я люблю открыть то в человеке, в своем герое, чего до меня не делал никто. Ну, делали, может быть, здесь, конечно же. Но это не вышло туда, на, вот, это на тот уровень, к тому читателю, который вот, определяет все-таки Москва, столичное издательство, потому что у них рассыл книг, не в обиду, будь сказано, для региональных издательств, областных, краевых, там, республиканских, но все-таки там рассыл книг большой, а это многое значит. Вот. Да, конечно. Такие чисто бытовые истории, может быть, истории, привезенные фронтовиками, им самим, рассказанные им, эпизоды боевые, живые, которые вот невозможно придумать. Потому что вот для меня задача, ведь эта книга биографии, это особый жанр, это даже не документальный, но все-таки он ближе к документальному, чем к художественному, потому что поэтому вымысел, над вымыслом слезами оболью здесь не подойдет. Нужны все-таки правдивые истории. Но и живость нужна в изложении. Вот. Я бы принял с благодарностью эти материалы. Сергей Егорович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Вопросов действительно было очень много. Хотелось спросить еще о многом, обсудить другие темы, да, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе. Да. Большое спасибо вам еще раз за участие в нашей передаче. Я бы хотел напомнить, что о памятных и неизвестных страницах истории Великой Отечественной войны мы сегодня говорили с писателем, журналистом Сергеем Михеенковым. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.